как предотвратить короткое замыкание в электрической системе автомобиля? Ну, чтобы предотвратить короткое замыкание, желательно не устанавливать нештатное оборудование самостоятельно. Обратитесь в автомастерскую, проверенным специалистам. А вот что, например, является внештатным оборудованием? Внештатным оборудованием является сигнализация, дополнительное освещение наружнее, автомагнитолы. А, это тоже является, да, Да, все-таки внештатным? конечно. Автомагнитолы, сабвуферы и так далее. Так, понял. А вот еще раз, как первый вопрос, влага, это все тоже особо не влияет, да, на короткое замыкание машины? Ну, короткое замыкание в современных автомобилях происходит только по причине нештатного установки Например, вы, чего-либо. наверное, видели... В 90, я так скажу, в 99% случаев это происходит из-за установки нештатного оборудования, некачественного установки, неправильного просчета сечения кабеля, допустим, для этого оборудования. А вот, например, вы, наверное, видели в Инстаграме по-любому, где, например, новые китайские машины возгорались. И, ну, как вы думаете, именно ваше мнение, скорее, из-за чего, возможно, было это возгорание? Ну, именно если взять со стороны электрической системы. Это возгорание, возможно. Я видел, да, там Амод, Лисян, да? Да, Лисян, либо Амод, что-то такое. Или Амода, что-то такое, вот, там, вот, да, загорелось? Начал, да, гореть. Она электрическая, электромобиль это был? Или что? Помню, вроде если это был электромобиль, Лисян гибрид. Если это был Лисян гибрид, то это, скорее всего, загорелась она по причине плохого контакта соединения. Потому что там, ну, есть такое понятие дуговой разряд, когда плохой контакт и дуга образуется маленькая, она цик-цик-цик-цик-цик искрит, короче, и температура поднимается. В высоковольтных сетях это большая проблема является. А вот, например, если, например, машина бьет током, это нормально? Бывает же, когда вот выходишь в машину, дверь трогаешь, бьет током, например, или какие-то другие металлические... Это от одежды от вашей зависит. А, это никак да. не от машины, да, самой? Да. Это от одежды зависит. Да. Если вы там шерстяной свитер носите, к примеру, и садитесь в машину, где у вас синтетические чехлы стоят, все. Вы там потерли, короче, вышли там, дверь закрываете, у вас током, там металл оголенный, там все током бьет. Все, понял. Ну все, Руслан, спасибо большое за ответы. Спасибо большое.